Участники митинга плачут, они держат в руках свои фотографии и фотографии своих детей. Они просят у властей не отбирать лагерь для реабилитации онкобольных детей. Для многих из них после химиотерапии реабилитация просто необходима. Дарья Гуркова целый год боролась с лейкемией. Сейчас болезнь отступила, но специальные реабилитационные процедуры проходить оказалось просто негде. Лечение, все очень дорого. И у нас море запретов на самом деле. Нам нельзя много чего. Нам нельзя далеко от больницы. Нам нельзя без контроля врачей постоянных. Нам нужно быть на связи с ними, да. И вот этот лагерь была бы отдушина великолепно. Ребенку нужен отдых, нужна разгрузка. Вот в таком состоянии благотворительный фонд «Дети и родители против рака» взял в аренду несколько корпусов лагеря «Радуга». За 2 года на свои деньги сделали капитальный ремонт. И теперь здесь стоят современные здания с теплыми полами, полностью приспособленные для больных детей в инвалидных колясках. Общая сумма вложений составила около 20 миллионов рублей. Лагерь вот-вот должен был открыться, но Центр развития добровольчества в одностороннем порядке разорвал договорные отношения. Нас обвиняют в том, что мы что-то нарушили. Нам прислали соглашение о расторжении договора в связи с тем, что мы постелили вот эти дорожки, отремонтировали вот эти здания, снесли старые туалеты, построили вместо него столовую, то есть нарушили. Мы не считаем, что мы нарушили, потому что проект освоения лесов не мы делаем. Проект освоения лесов делает собственник этой земли. Собственником лагеря является Центр развития добровольчества. Директор центра говорит, что по договору на территории лагеря строить ничего было нельзя, а тем более сносить. За снос старого туалета, в том числе, добровольцы и расторгли договор с фондом по реабилитации онкобольных. Для возобновления договора директор центра настаивает на сносе недавно построенных зданий. Центр развития добровольчества известил Альбину Викторовну Корневу о расторжении договора по причине потери доверия к этому человеку, разрушить столовую и, соответственно, убрать дорожки и все остальное. Все остальное – это вернуть на место старый туалет, а иначе никакой реабилитации для онкобольных. Подобных центров нет не то что в Черноземье, их по всей стране всего один – в Владимирской области. Планировалось, что ежемесячно здесь смогут проходить реабилитацию около 100 детей вместе с родителями. А вместо этого Центр развития добровольчества вынужден ломать голову, что дальше делать с заброшенным лагерем. Планов на данный момент по «Радуге» у нас никаких нет, так как изначально, когда Центру развития добровольчества она передавалась, планировалось сделать из нее, так скажем, площадку, где можно было проводить мероприятия, различные слеты, но средства на восстановление «Радуги» на данный момент у нас не имеются. Освободить лагерь фонд «Дети и родители против рака» должен в начале октября. Но активисты фонда надеются, что в дело вмешается губернатор и разрешит открытие реабилитационного центра. Однако к главе администрации, по словам Альбины Корневой, она не может попасть уже неделю. Говорят, что он сейчас занят предвыборными делами. В регионе в середине сентября выбирают депутатов в Государственную и областную думу. Липчане просят сохранить центр, ведь сегодня в области 580 детей больны раком, и чтобы выжить, им нужна помощь взрослых. Ксения Рославская специально для «Настоящего времени».